А сегодня очень часто судьи становятся объектом клеветы и нападок по результатам вынесенного ими решения. И мои коллеги очень терпеливо относятся к этому факту. Этого требует наша профессия. Но когда это переходит все дозволенные границы, нам приходится реагировать. И вот по сегодняшней ситуации, которая возникла лично со мной, я бы хотела дать следующие пояснения. Мною было рассмотрено гражданское дело по заявлению Джапар Казаесулу, поданное в интересах несовершеннолетнего Джапарова Ибрахима, двум клиникам, медицинским клиникам и врачам о возмещении морального вреда за то, что ребенок родился с синдромом Даун. 16 мая 2023 года мною было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Необходимо отметить, что это дело рассматривалось на протяжении более 4 лет, и только сейчас было вынесено решение по существу. В настоящее время оно обжаловано в апелляционном порядке. Почти каждый судебный процесс сопровождался угрозами, проклятиями, криками как в адрес ответчиков, их представителей, так и в адрес суда. Истица в судебном заседании не подчинялась указаниям судьи, оказывала сопротивление судебным приставам, за что в отношении нее был наложен штраф в размере 5000 сомов. Вот все вышеуказанное стало причиной нападок, угроз и преследования со стороны Джапар Казаесулу. По фактам преследования мною подано заявление в правоохранительные органы, поскольку это не единичный случай, когда эти преследования продолжаются уже после судебных разбирательств, как на территории суда, так и за пределами. Эти факты не единичны, поскольку было возбуждено уголовное дело по факту нападения и избиения Джапар Казаесулу одного из ответчиков по данному делу и его представителя. Дело было расследовано, доведено до суда, вынесен обвинительный приговор, и в результате, в том числе по результатам этого дела, Джапар Казаесулу была лишена адвокатской лицензии. В связи с непрекращающимся потоком клеветы и оскорблений я намерена обратиться за защитой чести, достоинства и деловой репутации.